сколько? 110 она. Вот она опору взяла, в один день даже рухнула. А ей же, яшки ему опору. Ты представляешь, как согнись онлайн. Энергетики не устают повторять. В зонах линий электропередач категорически запрещено вести строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или сносить здания. Такие действия могут быть чреваты тяжелыми последствиями для здоровья и даже жизни. Установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы и иммунитет. Поэтому чем дальше от источника электромагнитного поля находится строение, тем лучше. 330 киловольт прямо над головой. Сверхвысокий класс напряжения. Но риск пострадать явно пугает не всех. Через село тянется линия, которая снабжает энергией весь Малгобекский район. Частные дома здесь построены прямо под высоковольтной линией. Такие нарушения в ходе очередного рейда фиксируют специалисты Ингушэнерго. Эти линии должны обслуживаться. Здесь должна работать в случае возникновения какой-то ситуации нестандартной тяжелая техника. А тяжелая техника, она должна иметь возможность там маневрировать. Поэтому и создаются вот эти соответствующими нормативными актами правительства Российской Федерации, создаются вот такие условия для обслуживания вот этих линий. Эта линия проложена еще в 1957 году, еще задолго до возведения здесь частных домов. Охранная зона запрещает возведение каких-либо объектов в радиусе 30 метров, но тем не менее их тут с каждым годом все больше. В местной администрации объясняют, дома построены посредством самозахвата земель жителями, и никаких прав на территорию нет. 90 трмгуду дик алях таждириш цохан хадик алях тажды но сидеть на право собственности ценях долж дат но бячарг бол хабячарг да до вақтыды из бол хда пустить дат из бол под контроль да муглаха из бол ежедневно хабяч битхоз бол. Просто ограничить подачу электроэнергии к этим домам согласно закону нельзя, поскольку высоковольтные линии являются транзитными и питают целые районы. Они тянутся через территорию других регионов. В свою очередь сотрудники МРСК Ингушэнерго регулярно выдают предписания нарушителям охранных зон ЛЭП, обращаются в вышестоящие инстанции. С этими явлениями нам предстоит сейчас бороться. Мы ежегодно такой анализ проводим с выездами на место, с фото-видеофиксацией. Периодически направляем обращения как в органы муниципальной власти, так и правоохранительные органы. Хотелось бы обратиться к жителям республики, чтобы они со своей стороны не допускали вот таких вот вещей, потому что впоследствии они могут понести ущерб, и никто им этот ущерб не восполнит. Такие рейды проводятся в селе не первый раз, и, как отмечают специалисты, нарушений выявлено немало. По каждому домовладению будут предприняты необходимые меры. Но тут же напрашивается вопрос, и притом риторический. Если нарушители не боятся за свою жизнь и здоровье, могут ли их напугать штрафные санкции? Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.